do small tasks successfully so they can believe they can do bigger tasks later. Нужно выращивать в себе уверенность, что они способны справиться с маленькими задачами. Это как качать мышцы. Маленькие задачи, ежедневное решение маленьких задач, для того, чтобы можно было справиться с все более усложняющимися задачами позже. So when Nick and I speak together, we take them through another little drill. Когда мы с Ником выступаем вместе, мы еще людей заставляем пройти еще через одно упражнение. To build their goal-achieving muscles. Для того, чтобы хорошо выработать мышцы в достижении целей. Would you like to see how this one works? Хотите этот узнать способ? Because you can use this right away from the day you leave. Потому что вы начнете его использовать в тот же самый момент, как только вернетесь домой, а может быть даже как только выйдете из этого зала. So it's only 3 steps. Все очень просто, всего 3 этапа. Step number 1 is to set a goal. Этап первый, шаг номер 1, это поставить цель. But when you set this goal, it has to be a small goal. Но когда вы ставите вот эту первую цель, это должна быть маленькая цель. Something that's within your control. Что-то, что вы можете контролировать. Now, it's within your control to talk to 5 people. То есть вы можете контролировать цель поговорить с 5 незнакомцами. But it's not within your control to get 5 people to buy. Но это совершенно недосягаемая цель поговорить с 5 людьми и чтобы они все подписались. It's within your control to have a leadership meeting every Saturday. То есть можно поставить цель, которая контролируемая, которую вы можете контролировать, организовывать лидерские встречи каждую субботу. But it's not within your control to have 5 people move up to leadership. Но совершенно не в вашей зоне контроля перевести 5 ваших людей в лидерскую позицию. So we always have to pick a goal that's within our control that we're responsible for. Нам необходимо выбирать такую цель, которую мы можем контролировать, за которую мы несем ответственность. So today I'm going to ask you to set a small goal. То есть в этом упражнении сегодня я вас попрошу поставить перед собой маленькую цель. Small. Маленькую. Now, not so small like to exhale. То есть, не такую малюсенькую, как вот выдохнуть. Or not to fall off my chair. Или цель не упасть со стула. But a small goal. Но маленькую все-таки цель. Maybe to try to get 3 new prospects after the meeting today or something. Может быть, познакомиться с 3 новыми людьми после того, как покинете зал сегодня. Только за сегодня до 12 ночи. So make your small goal, just write it down very quickly. Поэтому напишите вашу маленькую цель. Запишите ее сейчас себе в тетрадь, которую вы сделаете сегодня. Maybe it's to pass out 10 catalogs yet today. Может быть, раздать 10 каталогов сегодня. Для кого-то это маленькая цель. Or call all 5 of your leaders that couldn't make it and tell them that they missed the best meeting ever. Или позвонить 5 своим лидерам, которые не смогли сегодня сидеть в этом зале, и сказать им, что «Ой, ты много потерял». Now, have you all written down your goal? Итак, запишите вашу цель. У всех готова какая-то цель небольшая? I'm going to ask you to lean over and see the goal, the person on your right and left. But don't criticize, don't say no, you're Я not сейчас that. хочу, чтобы вы ни в коем случае не критиковали никого, вообще не произносили ни слова, но посмотрите, что написано в качестве цели у вашего соседа. Наклонитесь и посмотрите, что там написано.